До того, как приступить к окончательному разбору старого мостового перекрытия, специалисты Минавтодора выполняют подготовительные работы. Первое – это обустройство объездной дороги. Улица Промысловая – одна из центральных и одновременно связующих с другими населенными пунктами. Поэтому здесь любое время – час пик. Параллельно специалисты заняты устройством железобетонных буронабивных свай. Дорожникам предстоит заменить балки пролетного строения, устроить дорожную одежду и уложить свежее асфальтобетонное покрытие. Планируется оборудовать мост новым барьерным ограждением. Ведется работа по устройству буронабивных свай, соответственно, по сметной документации. Сваи забиваются до глубины максимально 25 метров. Это значит, оттуда вычищается грунт, балласт не было. Потом вставляется каркас арматурный и заливается специальным бетоном, гидротехническим бетоном, специальной марки. И вот это мы уже, с одной стороны, почти заканчиваем. Думаю, на следующей неделе уже третий опор начинать. И, соответственно, дальше мы начнем разборку старого моста. Старый мост был признан аварийным. Состояние путепровода вызывало опасения у жителей города. За время эксплуатации мостового перехода на конструкции появились трещины, обветшали опоры, да и само дорожное полотно находилось в крайне неудовлетворительном состоянии. Реконструкция позволит продлить срок службы путепровода на несколько десятилетий. Именно на этом месте будет построен мост, будет соответствовать новым требованиям. Пропускная способность будет намного выше. И перспективы. Но вот этот мост уже было опасно использовать, потому что был на грани провалить, аварийное состояние был мост. Потому что там грузоподъемность слабая. Тут ездят машины по 50-60 тонн грузоподъемности. Вот поэтому решили вознести. Ширина увеличится до 15 метров. Проезжая часть будет 10-50. С двух сторон пешеходные тротуары будут. Соответственно, немного удлиняется мост. И грузоподъемность там будет намного выше, чем этот существующий ныне. Реконструкция моста на автодороге трасса Кавказ-Карабулак-Гейбек-Кюрт протяженностью 48 метров проводится по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Изменения почувствуют и пешеходы. Ранее они передвигались по самому мосту. Не было освещения, а в условиях непогоды движение по старой транспортной артерии было крайне опасным. Сейчас перед въездом на временную переправу установлен знак, запрещающий проезд машины массой более 10 тонн. Правда, дорожный указатель игнорируется. На относительно хрупкое сооружение взбираются груженные авто, вес которых превышает 20 и 30 тонн. А вообще, еще до начала работ на участке жители региона ознакомились со схемой объездной дороги. Она, со слов дорожников, согласована с УГИБДД. Цель была максимально облегчить движение автомобилистов. Завершить реконструкцию моста дорожники планируют до конца июля. И казалось бы, что может им помешать? На улице установились благоприятные погодные условия, наличие нескольких единиц техники, десятки квалифицированных специалистов. Но мы ведем свой репортаж уже полчаса. За это время автомобилисты как могут успели проявить свою нетерпимость к временным трудностям, сигналят загородившие дороги техники и всячески выражают свое недовольство. Конечно, большинство автолюбителей рады грядущим изменениям и с нетерпением ждут открытия нового мостового сооружения. Да, нахад, абах, кези парад хугёлыш. Иш колыр жер, садик иш хайыш. Чо дуакух мадиес. Чо тишидар, лал худи андагадатыр. Да бахшна, яха, хамы, ханс, хава тырлат, да мугла, ого дигдар худды. Майсы ханы бахшна олыр. Мудар бардыч, мудар мудут, кези кяда дутяд. Суда, вайн дигдар дус дезвай. Майсы ханы дигдар дус дез. Вай кединаха, вай мякшнаха, дари ходу доллар. Да, лянда, тол бывай мох. Строительство моста через реку Сунжа в Карабулаке подрядная организация намерена завершить в максимально сжатые сроки. Специалисты обещают воплотить в этом объекте надежность и качество. Адам Мережков, Асхаб Белакиев, Новости 24.